Уважаемый Гавриил Витальевич, уважаемый коллектив Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия, уважаемые приглашенные, разрешите от имени правительства Республики поздравить вас с 30-летием становления внешних связей нашей Республики. Как вы знаете, Якутия с самого начала развития внешних связей всегда была на передовых линиях и во многом становилась примером и первооткрывателем этой новой тогда для всех россиян, для всех регионов сфере. И сегодня республикой достигнут достаточно высокий уровень взаимодействия с регионами, с международными организациями, зарубежными странами, с такими авторитетными международными организациями, как Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО, с Арктическим советом, Северным форумом, с Ассоциацией региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. И республика сегодня является активным участником очень авторитетных международных площадок в Арктике. И на этих площадках планомерно и системно продвигаются интересы республики. В программу председательства России в Арктическом совете вошли заседания рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию в 2022 году в городе Якутске, Северный форум по устойчивому развитию в городе Якутске в 2021 и 2023 годах, фестиваль Северной кухни в городе Москве в 2021 году, международный чемпионат по традиционному оленеводству, который пройдет у нас здесь, в Нижнеколымском районе, в поселке Чевском, в 2023 году. Ну и также Всемирный саммит по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в городе Якутске в 2023 году. Уважаемые коллеги, отрадно, что несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, динамика интенсивности отношений, международных, внешнеэкономических отношений республики сохраняет положительный темп. И в 2022 году, в год столетия образования Якутской ССР, в республике пройдут крупные международные мероприятия. Это фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Оламхо, Международный мамонтовый форум, международные интеллектуальные игры и столетие республики планируется отметить также в ряде регионов в Киргизии и в Казахстане. Сегодня полномочия министерства расширены сферой реализации мероприятий по государственной национальной политике в нашей республике, и консолидирующая сила международного единства, межнационального согласия, вовлечение институтов гражданского общества вносит свою лепту в сохранение образа Якутии как привлекательного региона с самым суровым климатом, где проживают люди, народы, сильные духом, добрые и сердцем, и светлыми помыслами. За годы деятельности работы министерства сформировался дружный и сплоченный коллектив, который готов добросовестно выполнять возложенные на него задачи. И это мы наблюдаем во время визитов нашей республики официальных делегаций и во время выездов нашей делегации в другие страны. Всегда работники министерства добросовестно выполняют свои задачи, творчески подходят к своим обязанностям, и это возлагает на нас надежду о том, что внешнеэкономические отношения, международные отношения, межрегиональные отношения будут еще дальше развиваться. Хотел бы в сегодняшний день поздравить вас с этой знаменательной датой и пожелать всей команде министерства дальнейших успехов, претворения планов и инициатив, направленных на развитие внешних связей Якутии. Спасибо за внимание.